Полиция не называет имен пострадавших, но британские СМИ сообщают, что это 45-летний Чарльз Роули и его подруга 44-летняя Дон Стерджес. Стерджес находится на учете как наркозависимая, поэтому сначала полиция предполагала, что они с Роули отравились некачественным наркотиком. Но из-за симптомов, проявлявшихся у пострадавших, образцы их анализов отправили на исследование в военную лабораторию Портон-Даун. Расследование передали в контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Детальный анализ образцов, полученных от двух пациентов, позволили нам прийти к выводу, что мужчина и женщина были подвержены воздействию нервно-паралитического реагента «Новичок». Это тоже вещество, которое было применено в отношении Сергея и Юлии Скрипаль. Оба пациента из Эймсбери сейчас в критическом состоянии. Это граждане Великобритании, родом из места отравления. Мы заняты поиском их родственников. Оказалось, что Дон Стерджес живет в Солсбери, всего в 100 метрах от места отравления Скрипалей. По словам британского министра здравоохранения, речь идет скорее о последствиях мартовского покушения. Министр внутренних дел заявил, что данный вид новичка может сохранять токсичность в течение нескольких месяцев. Однако в полиции пока не знают, как именно новичок мог воздействовать на пару британцев. Британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес призвал Россию дать ответы на вопросы о деле Скрипалей, которых от нее добивается Британия. По его словам, это поможет пролить свет на то, что случилось в Эймсбери, и обеспечить безопасность жителей Солсбери и окрестностей. Его поддержал глава МВД Саджид Джавид на экстренном заседании правительства. Российскому правительству пора выступить и объяснить, что именно произошло. Джавид вновь заявил, что Лондон возлагает на Россию ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Каких-то конкретных вопросов, связанных с расследованием того, что произошло в Солсбери или сейчас, британской стороной не задавалось, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также заявил, что предложенное Россией совместное расследование отравления Сергея и Юлии Скрипаль не нашли взаимности. Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры, которую затеяли определенные силы в Лондоне. После госпитализации пары из Эймсбери больше ни у кого из местных жителей не выявляли похожих симптомов, сообщил представитель Скотланд-Ярда. Александр Касаткин. Настоящее время.